Его испытывали бомбежками и измором, но он не сдался врагу. Мучительные 872 дня голода, холода и обстрелов. Санкт-Петербург – один из самых крупных европейских городов, и несмотря на то, что он основан только в 1703 году и имеет относительно непродолжительную историю, в городе происходили одни из самых важных событий в истории не только России, но и всего человечества. А если вспомнить, там происходили и революции, и убийства царей, губернаторов, мэров. Особняком из всех этих событий служит блокада Ленинграда. Это то тяжкое испытание, которое выпало защитникам и жителям города в период Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда длилась 900 дней в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За этот период погибло около 700 тысяч жителей города, и это событие оставило неисправимый отпечаток в культуре города. По изначальному плану Гитлера Ленинград должны были стереть с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население города должно было умереть от голода и холода. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, унес сотни тысяч жизней жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, а в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение. Боролись за Ленинград. Защищали Ленинград и множество ингушей, в том числе офицер Руслан Гудантов, защищавший дорогу жизни, лежавшую через Ладогу. Если говорить про наших земляков, то в списке у нас представлено 158 фамилий, которые участвовали в обороне города. Среди них представлены люди, которые были во всех вооруженных формированиях, во всех видах войск. Это и танкисты, и летчики, и медики. Медалью за оборону Ленинграда удостоен Ильяс Дедигов. Когда началась война, старший сержант находился на военной службе в Ленинградском военном округе, откуда в августе 1941-го он ушел воевать в качестве заместителя командира 245-го стрелкового полка. Около 3 месяцев Ильяс Сатоевич сражался с врагами в районе Выборга. Выборг несколько раз переходил из рук в руки. Ильяс очень мужественно оборонялся. На подступах к городу Выборг его полк попал в плотное кольцо немецкой армии. По несколько человек солдаты пробирались через болото к своим, то и дело вступая в бой с немецкими оккупантами. 20 августа их все-таки удалось вырваться из окружения, потеряв при этом половину сил. Добравшись до Ленинграда, полк доукомплектовали и сразу бросили в бой. В одном из сражений 3 сентября 1942 года Ильяс был серьезно ранен. Очнувшись 3 суток, он полз в сторону Ленинграда, к своим. После ранения стал инвалидом и не смог вернуться на фронт. В музее имени Тугана Мальсагова среди сотен фотографий героев есть один портрет, у которого останавливается почти каждый посетитель. Хрупкая женщина, ставшая примером для потомков на многие годы. Кандидат медицинских наук, микробиолог Асият Тутаева. Она и как ее сестра участвовали в Великой Отечественной войне. И вот именно когда враг приближался к Ленинграду, к ее любимому городу, в котором во втором медицинском институте она преподавала и вела научную работу, ее сердце не выдержало. Ей казалось, что на фронте она нужнее, чем в вузе, и Асият ушла на войну. Несколько лет прослужила в военно-полевом госпитале, всего полгода не дожила до победы. В октябре 1944 года ее казнили в немецком плену. Сегодня в честь отважной горянки называют медицинские вузы и улицы и помнят о ней не только в Ингушетии. Защищали великий город на Неве более 120 уроженцев из Ингушетии. Многие из них отдали за него свои жизни. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам. Сбылись ленинградцев заветные думы. Недаром боролись мы все эти годы. Наполнились снова торжественным шумом родные кварталы и родные заводы. Мы слушаем гул.
то не гул канонады, то город расправил могучие плечи, и мы не забудем, бойцы Ленинграда, салют над Невою в тот памятный вечер.